Ну, значит, наша армия первая вошла в Восточную Пруссию. Это было уже ноябрь 1944 года. Город Гальдап. Перешли границу Восточной Пруссии и вступили в этот город. И он переходил из рук в руки, и не было еще тогда сил начинать настоящее наступление. В конце концов, наши отступили, и нас перевели в Сувалки. Это, значит, польский коридор. Восточная Пруссия. Вот. Это было, мы там застали в обороне до января, конца месяца 1945 года. В январе 1945 года началось наступление. Вот. И город первый Инстербург такой немецкий, причем немецкие войска без боя отошли на 200 километров, без боя. И я на машине ехал. И нас в это время уже было машин много. Вот. И вот примерно 100 километров мы проехали по великолепному шоссе, и никого не было, ни души. Мы останавливались, все население начало эвакуироваться. На 100-м километре на телегах, на машинах эвакуировалось население. Наши наступающие войска сбросили все эти телеги, экипажи, эти машины в кювет, сбросили население, все. И вот тут началось групповое изнасилование женщин, девочек. Вот бросились. Ну, причины очень сложно все это объяснить. Я чувствую себя соучастником и чувствую вину свою, в свою очередь. Я в этом не участвовал, но мой взвод весь участвовал в этом. Вот. И все параллельно, все части, и артиллеристы, и пехотинцы, и минометчики стояли очереди к каждой женщине. Каждой женщине, когда она кровью истекала, ее застреливали. Полковники, генералы стояли на шоссе и смеялись. Они не участвовали в этом, но они разрешили. Вот в это сейчас мало кто верит мне. Я жутко переживал. Когда я смотрел на это, у меня Карфаген Флабера перед глазами был. Вот. Я его читал когда-то, как будто это вот повторяется. Вот это изнасилование девочек, это ужасно было. Причем бросались дети на помощь к своим матерям или сестрам, их застреливали. Вот. И такая жуткая бойня была. Вот. И это преступление, но это продолжалось в Восточной Пруссии. В Восточной Пруссии уже через 250 километров немецкая оборона, мощная, остановила наступление, и начались жесточайшие бои. Они очень героически сражались, и немцы, и наши героически сражались. Вот. Но какое-то еще равносилие было. Не было преимущества ни одной стороны, поэтому города переходили из рук в руки, вот пункты населенные из рук в руки, но это продолжалось на протяжении 2 месяцев. Уже в феврале, в конце февраля уже все. Страшная вещь со мной произошла, это уже моя личная биография. Это я такая вот в этом окруженном городе Хайльгенбайле бросились по домам, там население было гражданское, все солдаты из всех частей, а город был окружен. Комендант возглавил полковник, старший по чину, становился старшим, и он понял, что надо немедленно круговую оборону создавать, а солдаты разбежались, он отправил собирать их по всей. А я остановился с 8 человеками, 8 человек со мной было из моего взвода, в кирке немецкой. У нас было 2 телеги, 4 лошади в этот момент. Вот мы передвигались и завезли в эту кирху, и там ночевали. А вдруг побегает от полковника капитан и говорит: немедленно выставь 6 человек автоматчиков своих, то есть все со мной, которые были, и мы заводим к тебе всех женщин из города, чтобы прекратилось это дело, чтобы вышли началась оборона организовать. И вот ко мне 200 женщин завозят в это самое
и, и дети там были. И вот начинается что-то ужасное. Подъезжает 5 танкистов, 5 танков. Танкисты выскакивают, отбрасывают мои же не могут мои автоматчики по танкистам стрелять. Отбрасывают в сторону. Заходят туда, и начинается, все-таки со всего города сбегаются и начинают их насиловать. Их очереди стоят каждый. И потом они их сбрасывают, их застреливают и сбрасывают со 2-го этажа, и через окна сбрасывают их. И это все женщины видят меня, гер-лейтенант, спасить, там я немецкого не знаю, они липли к моим ногам, чтобы я их спас. Вот я ничего не мог сделать, вот ни одной не осталось. К вечеру никого уже не осталось, и мы вышли, мы не могли там находиться, невозможно было. Потрясенные совершенно, мы вышли, 8 человек, все зажгли костер, сели на... Вот думали, что же это за ужас такой. Вот. И, значит, вот это у меня в мемуарах описано. Значит, тоже вот сейчас очень многие не верят. Тут